2005-го, остальные представляют остальные с 2004 года рождения. Таиров бьет поворотом, мяч проходит над перекладиной. Ну, неплохой на самом деле удар. И добирается все-таки до мяча 9 номер. Прострел штрафную. Нужно бить. Удар в касании. Это момент. Это, конечно, момент, возможность для того, чтобы счет открыть. Но Таджикистана тут же подхватывает мяч скоростной. Таиров классную технику в очередной раз демонстрирует. Пока одно удовольствие наблюдать за этим 13 номером. У нас жесткое столкновение. Досталось футболисту из Таджикистана. Тут же эпизод, так бывает, столкнулись ребята. Карточку все же продемонстрирует, причем не желтую, причем красную. Красная карточка прямой ногой, показывает судья, было сыграно. Вот это вот довольно неожиданное решение. Таджикистан правым флангом вообще больше, да, вот дальняя от нас бровка правая задействована. И посмотрите, как опасно получается рикошет от защитника на чужую половину. И менял на самом деле структуру, менял характер встречи. Но это все закончилось разом. После журналистов присутствуют, ну, плюс чиновники, официальные лица Федерации футбола. А у нас гол! 1-0. Таджикистан открывает счет благодаря классному исполнению стандартного положения. 9-й номер команды. Это Худой Додзода. Вколачивает мяч головой в ворота, в угол, укладывает его. Ну и вот, пожалуйста, 32-я минута. Таджикистан все-таки забивает. Что самое интересное, как раз после того, как Казахстан вроде бы выровнял игру, вроде бы начал больше контролировать мяч на чужой половине, но вот вам стандарт, классная подача и хорошее завершающее действие от сборной Таджикистана. Абдул Фатахи, Худой Додзоде. На зоне футбольного манежа. Контратака Таджикистана набирает ход. Таиров придерживает мяч. Ну, нужно уже разворачивать на фланг эту атаку. Вот есть передача направо. Классный разрезающий, кстати, паста получается. Прострел, и нужно завершать. Как же так? Не забивает. Имел возможность Худой Додзода сделать дубль в сегодняшней встрече. И отправил мяч выше ворот. Не сумел попасть по нему должным образом. Номер сборной Казахстана. На самом деле там можно было еще одного футболиста удалять с поля. Однако, да, намного больше техники демонстрируют эти игроки. Видели мы, вот сразу и перехват. Опасный момент может получиться. Выход практически 1 на 1. Передача и 2-0. Нет, нет, мяч не оказывается в воротах. Ну, загубили. Загубили таджики. Голевой эпизод. Будем его разбирать чуть позже, когда закончится эта атака. Ну вот отбивается Казахстан. Ну и, мне кажется, передачи и вполне себе хороший момент мог получиться. Однако продолжается атака Таджикистана. Мяч уже в штрафной. Удар, блок. Еще один удар. Красивый какой момент. И шикарный сейф. Но это, конечно, для хайлайтов. Отличный сейф. Ну а там надеяться на подставление. Смотрим. Нет, розыгрыш следует. Далее подача. Удар головой 2-0. Таджикистан забивает. Смотрит сразу же. Есть на бокового арбитра. Тот флажок не поднимает. Это значит, что гол засчитан. Выдержал гроссмейстерскую паузу. 60-я минута. Запахла катастрофой для Казахстана, скажу честно. Нет у меня позитивных ожиданий для этой команды на следующие полчаса. Да, вот только хотел спросить, как считаешь, будет ли еще у нас интрига в этом матче, но есть ощущение, что эта интрига угасает. Дать игровое время и запасному голкиперу, почему бы и нет, выпустить Юсупова, так как счет 3-0 команду все устраивает, то можно было бы сделать такое решение, провести. Ну а пока атака Таджикистана, просится пас, а получается, ну автогол ли это, я вот даже не знаю, на что рефери запишут. Забивает 13 номер Хусрав Таиров, футболист, которого мы не раз отмечали по ходу первого тайма. Очень техничный парень, играющий на левом фланге. И, ну вот как считаешь, Артем, на Аскарова, на автогол запишут, или это все-таки будет взятие ворот кругом? Ну, разберемся в ближайшие пару минут. Наблюдаем за атакой сборной Казахстана.
Третий номер, если не ошибаюсь, вышел Алиби Аразалы. Да, Аразалы и Ахмедов, да. Третий, шестой номер на поле. Кто-то еще. А у нас гол! Тем временем Казахстан Забивает. размочил счет в этом матче и Ну отличается вот тот самый парень, которого я потерял. Никита Губарев, 16 номер, только что появился на поле и появился сразу вот так. По сути, первым касанием. И играют в такой веселый футбол, активный футбол. Вот сейчас, вот смотри, вот сейчас Казахстан могли еще раз забить казахстанцы, но мяч выше ворот прошел. Да, момент отличный. А забить сейчас Казахстан, но вот как бы ты заговорил после этого гола? Забивали и на 71-й Никита Губарев смог размочить и ворота команды Таджикистана. А сейчас прекрасный момент забить еще раз. И ой, красиво! Кипер совершает кошачий прыжок. Сухрабхуя Юсупов, 16 номер. А здесь здорово, как сыграл 11-й номер. И есть шанс для хорошей атаки. Можно и пробить. Ну, уже пробить будет тяжеловато. Перевод на левый фланг. Удар. И есть еще один гол. 5-1. Ну, здесь, пожалуй, тут уже даже и я соглашусь, что интрига с нами прощается в этом матче. Автором забитого мяча становится Хуршет Давадзода, который совсем недавно на поле появился. 5 мячей, 5 авторов этих забитых голов у Таджикистана. В общем, претендентов на звание лучшего бомбардира после первого игрового дня будет предостаточно, мне кажется. В нашем турнире в Кубке развития 2021 действительно 5-1. Хорошая атака, хорошее наступление от Джурабекзоды. Дальше мяч уже у 10-го номера. Пас на границу практически штрафной. Перекладывает мяч под левую. Номер 8 отдает дальше. И красивый удар. Ну это, по-моему, гол сегодняшнего матча. Шикарное взятие ворот от Таджикистана. 6-1. Забивает у нас Инаятулло Шахриори, 20-й номер. Опять-таки, 6-й забитый мяч и 6-й автор гола. Но я бы, ну, конечно, прекрасный удар с границы штрафной площади. Обводящая очень красивая траектория в дальний угол. Снимает паутину, что называется. Стартовые этого противостояния Таджикистан смотрелся поувереннее. Ну, возможно, Казахстан бы потом перевернул игру, не будь этого удаления. Пока у нас еще один шанс и офсайд. Нет, не засчитан. 7-й гол Таджикистана. Поднят флаг арбитра. Положение вне игры. Подвержен влиянию эмоций. И отсюда и происходят ошибки. Именно поэтому юниорский футбол гораздо более результативный в целом, чем футбол взрослый. А вот и 7-й мяч. Кто на этот раз у нас забивает гол? 14 номер. Мы уже привыкли к тому, что каждый раз это новый футболист. Джурабекзода. Именно автор. Он забивает. 7-й автор забитого мяча. Ну, что-то невероятное на самом деле. 7 голов от 7 разных футболистов. Такое, пожалуй, не здорово сыграть против других сборных. Все может измениться. Ну что же, дорогие друзья, подходит к завершению наш матч. 7-1. Таджикистан одерживает увереннейшую победу. 7 разных футболистов забили за эту сборную. Я надеюсь, что вам понравился этот матч.